такой новый формат четвергового брифинга. Ситуация с коронавирусом нестандартная, и вопросов тоже много. Само общение с журналистами также необычное, в онлайн-режиме. Сейчас все случаи, которые озвучиваются в республике, завозные. Это значит, проверяют только приезжих? Нет расхождений в цифрах? На сегодня подлежат обследованию на коронавирусную инфекцию. Первая категория – это все приезжие из зарубежных стран, которые находятся в режиме самоизоляции дома. Из тех, кто находится дома, и у него появились симптомы, они уже по отдельной схеме подлежат этому обследованию. Третья категория – это все лица, у которых поставлен диагноз внебольничная пневмония. И четвертая категория – это лица, кто добровольно изъявляет желание обследоваться на коронавирусную инфекцию. Под усиленным контролем будут и те, кого уже отправили на самоизоляцию. Таких в Татарстане уже 14 тысяч. Им рекомендуют отселиться от пожилых людей и не пытаться покинуть свою квартиру. За нарушение грозит вплоть до уголовной ответственности. Мы начинаем рейдовые контрольные проверки таких лиц, кто находится на самоизоляции. В случае повторного нарушения режима будет нами составляться иск в суд о принятии решения о принудительной госпитализации. Указ президента страны о нерабочей неделе для всех работодателей также обязательный. Будет ли какая-то ответственность административная, уголовная для тех работодателей, кто сочтет, что неделя все же рабочая? Но, как я понимаю, документ статуса указа президента Российской Федерации, он не рекомендательный характер носит, а как раз-таки как указ для всех работодателей. Режим большой работы населения республики над спасением ситуации, над тем, чтобы эта ситуация развивалась как можно мягче для нас, для всех с вами. Продолжат работу только жизненно важные организации. Так в торговых центрах можно будет посетить только продовольственные магазины и аптеки. Общепита ждет усиленной дезинфекции и одновременно не более 20 посетителей. Совсем закрыть дошкольное образовательное учреждение для того, чтобы совсем остались наши дети в режиме таком, конечно, невозможно. И работа дошкольных образовательных учреждений, она продолжится. Чтобы удовлетворить потребность в медицинских масках, в республике запускают дополнительные производства. Сообщить о нарушениях карантина и задать вопросы можно по телефону горячей линии. Особый режим пока будет действовать до 5 апреля, а школьные каникулы продлены до 12 числа. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Яз яхшы хәбәрләр алып килә. Яңа гасыр каналында дөнья күргән җылы эзле фильмын кабат карарга телисезме? Күп санлы тамашачылар соравы буенча фильмның барлык серияләрен хәзер tnv.ru сайтында карарга була. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.